Мы открываем выставку, которая называется «Книги моей жизни. Библиотеки ярких людей». И эта экспозиция выстроена таким образом, что представляет из себя некий такой круг наших друзей. Личные вещи, именные баннеры и, самое главное, коллекции книг, повлиявших на мировоззрение и характер или вовсе перевернувших жизнь с ног на голову. Именных стеллажей в библиотеке 12, и каждый абсолютно индивидуален. Мы очень хотели, чтобы вот те постоянные наши читатели и партнеры нашей библиотеки рассказали бы о любимых своих книгах, о том, каким образом книга повлияла на их жизнь. Мы выбрали 12 персон. Мы провели с ними встречи, в ходе которых они рассказали о любимых своих книгах. И, собственно, это и представили на выставке «Книги моей жизни». Для Николая Жданова приглашение поучаствовать в выставке стало неожиданностью. Говорит, что слишком молод по сравнению с другими. Но возраст, как выяснилось, не показатель. Чтением Николай увлекается с 14 лет. На его счету уже более сотни книг, среди которых и те, что изменили его жизнь. Одна книга – это Тимоти Феррис «4-часовая рабочая неделя». Она изменила мою жизнь в корне. С нее началось у меня саморазвитие. Но рекомендую для прочтения как одну из основных первых книг – это «Богатый папа, бедный папа» о саморазвитии, путешествии и финансах. Произведение «Богатый папа, бедный папа» вдохновил не только Николая. Книга также вошла в библиотеку Василия Семенова. Сейчас он фермер-предприниматель, производящий сыр. Книги способны объединить, казалось бы, таких разных личностей. Присоединилась к общему делу и репортер программы «Республика» Надежда Макашина. Кроме участников выставки, поделиться книгой своей жизни смогли и посетители библиотеки. Свою книгу я тоже оставила. Изучить произведения, которые повлияли как на участников паблик-тока, так и на посетителей библиотеки, может любой желающий. Выставка будет работать до 31 марта 2022 года.